Таджикистан проявил жестокую агрессию по отношению к Кыргызстану. Военные соседней страны вероломно вторглись на нашу территорию. На нескольких участках на границе в течение более 3 дней происходил обстрел из тяжелого вооружения включительно. Под него попали населенные пункты в Лейликском и Баткенском районах. Погибли, по последним данным, 59 человек. Такой шаг соседней страны эксперты оценивают как грубое нарушение международных прав и прав человека. Не было каких-либо поводов провокации со стороны Кыргызстана. Они напали внезапно. И это доказал спутниковые наблюдения американского НАСА. Они доказали, что первым начали таджикская сторона, и в основном горела именно понесла убытки кыргызская сторона. Сотни тысяч людей были перемещены, более 59 человек по сегодняшним данным погибло. Таджикские военные усложнили доставку гуманитарной помощи в Баткенскую область. Они подорвали 36-метровый мост, связывающий берега реки Аксу. Через него доставлялись лекарственные средства, продукты питания и другие необходимые товары для населения. Все военные действия, перестрелка, жертвы людей произошли на территории Кыргызстана. Эксперты отмечают, что таджикская сторона вынуждала наших военных зайти на свою территорию. Кроме того, шла провокация гражданских мужчин на проявление агрессии. Но планы таджикской стороны не увенчались успехом, и подобного рода действий со стороны Кыргызстана не было. Нельзя допустить, чтобы наши граждане начали вооружаться и отвечать тем же, отмечает военный эксперт. Это агрессия с применением оружия, с гибелью людей, с захватом домов, администрации, то есть с жертвами людей. Это война. Таджики ждут, когда мы на их территорию сейчас вторгнемся. Ну, уже, наверное, достаточно. И мы не должны допустить, чтобы наше население сейчас начало вооружаться и начали защищать там Баткенскую область. Я думаю, что до этого нельзя допустить. МИД Кыргызстана сделала заявление относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе. В ведомстве заявили, что информация МИД и других компетентных органов Таджикистана не соответствует действительности. У кыргызской стороны имеются все доказательства, где зафиксированы как начало агрессии, так и все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызстана. Вчерашнее обращение нашего Министерства иностранных дел очень четкое, объективное, такое весомое обращение. И поэтому на это обращение обращают внимание не только в нашей стране, но и в соседних государствах. Министр сам переговорил с руководителем международных авторитетных организаций, вот такой глобальной организации безопасности, как Организация Объединенных Наций. И генеральный секретарь приглашает нашего президента обсудить этот вопрос на завтра. О конфликте подробнее рассказал секретарь Совета безопасности Кыргызстана. По его словам, это заранее запланированная агрессия со стороны Таджикистана. До этого наши пограничники в пресс-службе докладывали, что на границе идут какие-то провокационные приготовления под предлогом подготовки ко Дню независимости Таджикистана, который отмечается 9 сентября. 7-8 сентября они заранее начали приводить дополнительные силы на кыргызско-таджикскую границу. 16 утром. В 6 часов они справили новую перестрелку. Потом они начали стрелять с тяжелого вооружения, минометы, пошли даже грады. И перестрелка произошла одновременно по всему периметру кыргызско-таджикской границы Баткенской области, в Баткенском и Лялякском районах. Мы посчитали, где-то около 20 точках они начали одновременно обстреливать нашу территорию. Стоит отметить, что у Кыргызстана в свое время возникали конфликты с Узбекистаном, но отталкиваясь именно от принципов мирного решения пограничных вопросов, границы с этой страной были описаны 2 сторонами полностью и без эскалации. И в эти тяжелые дни в конфликте с Таджикистаном наши узбекские соседи помогли гражданам Кыргызской республики перейти беспрепятственно границу через свой анклав. Местные жители раздавали кыргызстанцам еду и воду. Их человечность оценил каждый кыргызстанец. Баткен облысының Лейлек, Баткен райондарында
В связи с ситуацией на границе тогда были проведены переговоры с акимом Сохского района по созданию условий для проезда граждан через Сохский район Ферганской области Узбекистана. Сотрудники милиции Узбекистана пропускали наших граждан без проверки документов, раздавали воду и еду. Сегодня на пограничной с Таджикистаном территории милиция Баткенской области и внутренние войска МВД обеспечивают общественную безопасность, осуществляют круглосуточное патрулирование. Ситуация находится под полным контролем. Альбина Айбекова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.